Как часто мы не говорили бы об изучении крымско-татарского языка, этого будет мало, ведь одна из насущных проблем нашего народа – катастрофическое незнание родного языка. Вопрос о положении крымско-татарского языка, его развития, а также использования для его изучения современных медиапроектов обсудили на круглом столе с известными преподавателями и филологами в студии Караденис Продакшн. Несколько месяцев назад на сайте Краймен Татарс презентовали проект «Ана Тили» для изучения крымско-татарского языка с нуля. Привет, Айша. Merhaba Ruşen. Бакам, сен асылда кыргыздар жылап этмеге бөлмейсің екен. Извини, а что ты только что сказала? Я говорю, ты вообще-то крымский татарин. Или у тебя только имя крымско-татарское? Нет, я крымский татарин, но, правда, я очень плохо знаю крымско-татарский язык, хотя давно хочу научиться. Ну, раз так, то я тебя обязательно научу. Договорились. Мы разработали базовый уровень А1, который бы позволял по истечению от 16 до 20 уроков иметь словарный запас 300-400 слов и около 15-20 тем на различные абсолютно направления, где человек бы мог спокойно общаться. Пусть элементарно, но это уже было бы общение на своем родном языке. Изучать крымско-татарский язык легко, тратя 10-12 минут каждый день. Такой посыл проекта «Ана Тили». Он уже завоевал симпатию зрителей, которые с интересом занимаются по каждому уроку. Средние просмотры одного выпуска «Ана Тили» около 20 тысяч. За каждым уроком стоит огромная работа команды авторов. Бізге якын жауылған Юнус Эмре институтының бүйіклерге туған тіліні огретув методикасını алдық. Ve bu yönelişte öz derslerimizni tizdik. Programmada en esas vazife bu seyircini laf ettirmek. Addi leksikadan başlap, birinci basamakta biz addi leksikani beremiz, addi mevzularını ve elbette тілні грамматикасы öğrenmek мүмкін değil. Cümlені doğru kurmak için, ibarelerini doğru bağlamak, sözlerini bağlamak için elbette kaidelerini bilmek gerek. Но как сделать этот проект лучше и полезнее? Специалисты крымско-татарского языка поделились своими мнениями и предложениями для усовершенствования программы. Они касались структуры уроков, тем, использования русского языка в объяснениях. Филологи отметили интересный формат, когда грамматику в кадре объясняет учитель, а практические задания выполняются в форме диалога двух героев. Представь, что солнце уже село, и мы встретились вечером. Хайрлы акшамлар. Хайрлы акшамлар, Айша. Верно. Ну, эту фразу можно сказать и по-другому. Акшам шерифлерин хайрлы olsun. Akşam şeriflerin hayırlı olsun. Tenkit edilecek meseleler ekseriyetinin elbette ki tilden bağlı meseleler bizim iştirakçı yaşlarımızın telaffuzu üzerinde bayağı bir şeylerini yani aytıp geçtik. Onun için bu meselelerge dikkat etmek gerek olacak. Yani çünkü tilini öğrenmeye isteyenler başından her şeyin doğru öğrenmek gerekli. Çünkü madem ders verilir, bu bir etalon olmak gerek. Etalon şeklinde takdim edilmek gerek. Ben öz derslerimde kullanam. Hazır cedvel, ekranda hazır cedvel. Onların screenshot yapıp ben balalarga hatta hep vazife berem. Misal üçün afixlerini, mevzusunu keçkende. Ama buna bu sözlük seslerin yanında tutuk seslerini görmedim. Hoca ders anlatkanda tabi Rusça anlattı. Ama Rusça anlatkan takdirde bile bazı bir sözlerini Kırım Tatarca aytsa bazı bir ibarelerini men bilesem o daha da ziyade kulakka çalınır edi. Например, bir kaç yerde men gördüm. Молодцы ребята diye hoca. Mesela aferin ballar dese. Обсуждения и дискуссии за круглым столом говорят о том, что «Ана Тили» – это важный и нужный проект. В будущем авторы проекта намерены постепенно перевести уроки с кириллицы на латиницу, уделять больше внимания практике и диалогам, не забывая теоретической части. Каждый адам өз ана тіліні білмек керек. Каждый человек должен знать свой родной язык. А если хотите лучше знать родной язык, смотрите наше видео.